Ваше Превосходительство, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, Ваше Превосходительство, президент Туркменистана, уважаемый Гурбангули Бердымухамедов, Ваше Превосходительство, президент Исламской Республики Пакистан, уважаемый Мамнун Хусайн, Ваше Превосходительство, глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан, уважаемый Абдулла, Ваше Превосходительство, уважаемый Лю Чжен Мин, заместитель генерального секретаря ООН, Ваше Превосходительство, уважаемый вице-президент Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии господин Сирил Мюллер, Ваше Превосходительство, постоянный представитель Республики Чехия при ООН, председатель экономического и социального совета ООН госпожа Мария Чатардова, Ваше Превосходительство, уважаемый председатель ООН ВАДА и председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития господин Жильбер Унгбо, Ваше Превосходительство, господа заместители премьер-министров, министры, послы и главы делегаций, уважаемые участники конференции, дамы и господа, разрешите от имени Организационного комитета конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы приветствовать всех вас и объявить работу этого важного международного мероприятия открытым. Как вам известно, 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН единодушно одобрила резолюцию под названием «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы». Инициатива о провозглашении Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» была впервые выдвинута Его Превосходительством, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, в ходе 7-го Всемирного водного форума, который состоялся в апреле 2015 года в Республике Корея. Уважаемые главы делегаций, участники конференции, с большим удовольствием позвольте предоставить слово президенту Республики Таджикистан, лидеру нации, Его Превосходительству, уважаемому Эмомали Рахмону. محترم سران دولت ها و حکومت ها، محترم راهبران و اعضای هیئت ها، خانم ها و جنابان، همه شما را به شهر دوشنبه در کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم میگویم. امید دارم که از روی نتیجه های چهاربینی امروزه که در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان دایر می‌گردد، جهت تطبیق هدف و وظیفه‌های در سطح بین المللی در عرصه ذخیره‌های آب موافقه شده، اقدامات عملی مؤثر صورت خواهد گرفت. اطمینان دارم که کنفرانس امروزه برای تهیه توصیه‌های مشخص راجع به موضوعهای جلسه در پیش ایستاده فورم سیاسی سطح بلند آید به رشد استوار که در آن هدف ششم آید به ذخیره‌های آب محاکمه می‌گردد، امکانات مساعد فراهم می‌آورد. با ابتکار رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 22 مارس سال روان در روز عمومی جهانی ذخیره‌های آب ما همه یکجا به روند تطبیق 10 ساله نوی بین المللی آید به آب حسنی آغاز بخشیدیم. می‌خواستم به دبیر کل سازمان ملل متحد و همسفانش برای تهیه و آغاز راه‌اندازی نقشه عملیات 10 ساله که می‌تواند وسیله مهمی روند تطبیق آن گردد عرض سپاس نمایم. محترم خانم‌ها و جنابان، ما با پیشبرد 10 ساله نو با تکیه به تجربه بسیار مفیدی که در جریان عملی سازی تشبس‌های قبلی گلوبالی مربوط به آب اندوخته شده است شروع می‌نماییم. در این جهت طی 15 سال اخیر ما سعی و تلاش‌های مشترکمان را در چارچوب تطبیق چنین تشبس‌های گلوبالی به مانند سال بین المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین المللی آب برای حیات سالهای 2005-2015 و سال بین المللی همکاری دسته‌های آب 2013 همه جانبه تقویت بخشید.
همه این ابتکارات در مسئله درک عمیق نقش نادری آب در حیات سیاره ما سهمی ارزشمند گذاشتند. همزمان با این آنها به جلب فعال همه جانب‌های منفعت‌دار به اداره ذخیره‌های آب، تطبیق لایحه‌ها و استفاده تکنولوژی و نوآوری‌های معاصر در این ساحه مساعدت کردند. می‌خواستم نقش این تشبسات را در تطبیق هدف‌های رشد هزار ساله مخصوص ذکر نمایم. سعی و تلاش‌های مشترک در این جهت برای تهیه روزنامه نوی رشد استوار که در آن ذخیره‌های آب جایگاه مرکزی داشته به حیث عنصر کلیدی این عملیه معین گردیدند، زمینه با اعتماد فراهم آوردند. در عین زمان دلیل‌های ذیلی به شما معلوم گواهی می‌دهند که سفر برسازی تلاش‌های عموم هنوز ثمره دلخواه نداده است. در دنیا زیاده از 800 میلیون نفر با آب نوشاکی بی خطر و زیاده از 2.5 میلیارد نفر به خدمت‌رسانی عادی‌ترین ساحه بهداشت دسترسی ندارند. هر سال تا 300,000 نفر کودک در سن تا 5 ساله به علت نبودن دسترسی به آب نوشاکی بی خطر و بهداشت به هلاکت می‌رسند. همه این گواهی آن است که ما تا حال در اجرای واقعی وظیفه‌ها و هدفها در عرصه تامین نمودن دسترسی با آب نوشاکی بی خطر و بهداشت جداً عقب مانده ایم. غیر از این، تأثیر نامطلوب روند تغییریابی اقلیم وضع کارها را جهتی رسیدن به اداره استوار ذخیره‌های آب مرکب می‌گرداند. معلوم است که تغییرات گلوبالی اقلیم به حجم ذخیره‌های آب نوشاکی تازه و صفت آن تأثیر منفی رسانیده کشورها و منطقه‌های مختلف عالم را به وضع تشویش‌آور اکولوژی دچار می‌سازد. امروز در عالم زیاده از 2 میلیارد نفر از نارسایی آب تنقیسی می‌کشند. طبق پیشگویی کارشناسان سال 2050 این نشان دهنده می‌تواند تا 5 میلیارد نفر یعنی تقریباً به نصف اهالی سیاره برابر گردد. ضمناً تمایل افزایش اهالی و نیازمندی به ذخیره‌های آب در نزد ما وظیفه‌های نوی مجموعی را می‌گذارد. در جهان طلبات به ذخیره‌های آب با سرعت بلند افزایش می‌یابد و این در نوبت خود باعث شدت گرفتن مناسبت‌ها میان ساحه‌های اقتصاد می‌گردد. شدت رقابت برای دسترسی به ذخیره‌های آب در شرایط افزایش کمبود آب می‌تواند حتی در داخل یک کشور پیامدهای منفی را به بار آورد. محض همین دو عامل تغییرات گلوبالی اقلیم و افزایش دموگرافی چارچوبه و امکانات را برای اقدامات ما معین خواهد کرد. در برابر این عامل‌ها یک سلسله مسائل دیگر وجود دارند که مناسبت مجموعی و همکاری فعال را در ساحه آب تقاضا دارد. در مجموع بلند برداشتن ثمرناکی استفاده آب، کم کردن افلاسیون ذخیره‌های آب، استفاده تکراری آنها و تهیه تکنولوژی نوی تولید آب تازه در مقیاس صنعتی از جمله چنین مسائل میباشد. تجربه اندوخته شده نشان میدهد که در عرصه استفاده ذخیره‌های آب یکباره به نتیجه نظررس نائل شدن مشکل است. با در نظر داشت محض همین تجربه 10 ساله آغاز یافته پیش از همه به تشکل میدان وسیع برای تحکیم و توسعه مکالمه منتظم بسیار جانبه در ساحه آب با توجه به اقدامات عملی مشخص روانه کرده شده است. در این ضمن ما نیت داریم در هر 2 سال کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به تطبیق هدف و وظیفه‌های 10 ساله عملیات را دایر نماییم. در این سمت ما همکاریمان را با کشور و سازمان‌های منفعت‌دار در چارچوبه کمیته بین المللی راهبری کننده ادامه خواهیم داد. با استفاده از فرصت می‌خواستم به همه اعضای کمیته کنونی راهبری کننده بین المللی که در آماده نمودن کنفرانس امروزه سهمی بسا ارزشمند گذاشتند اظهار سپاس نمایم. همچنین ما نیت داریم کار در این جهت توسط در شهر دوشنبه تأسیس دادن مرکز بین المللی مساعدت به تطبیق 10 ساله تقویت داشت. روند تهیه و پیشبرد قطعنامه نوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به شهر میان مولتی
ҷараёни татбиқи 10 сола майдони иловагиро барои ҳамкории мо фароҳам хоҳад овард. мо ба ҷонибдории фаъоли шариконамон дар пешбурди қадномаи мазкур дар чорчӯби иҷлосаи 73-юми маҷмӯи умум умед дорем. аз нигоҳи мо сайю талошҳо ҷиҳати эҷоди механизмҳои мушоҳидат ба татбиқи 10 сола бояд бо сафарбарсозии захираҳои зарурии башарӣ, молиявӣ ва фаннӣ тақвият дода шавад. дар робита ба ин мехостам масъалаи талаботи бузурги соҳаи обро ба маблағзорӣ ҷиҳати амалӣ гардонидани лоиҳаву барномаҳои ин соҳа махсус таъкид созам. аз рӯи ҳисобҳои Банки ҷаҳонӣ талаботи ҳамасолаи молиявӣ барои иҷрои танҳо ду вазифаи ҳадафи шашуми рушди устувор, яъне дастрасии умум ба оби нӯшокии бехатар ва беҳдошт, то ба $114 миллиард амрикоӣ мерасад. зимнан зарур аст ки саъю кӯшиши мо ба боло бурдани самаранокии истифодаи захираҳои молиявии мавҷуда ва пайдо намудани манбаъҳои нави маблағзории соҳаҳое ки бо захираҳои об алоқаманданд равона карда шавад. ба ин манзур тавсеяи шарикии давлат бо бахши хусусӣ барои ҷалб намудани сармояи иловагӣ ба соҳаи об ва инфрасохтори он имконоти нав фароҳам месозад. муҳтарам хонумҳо ва ҷанобон, ҷузъи фаромарзии ҳамкории арсаи об низ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим мебошад. ҳамкорию ҳамгироии самаранок, одилона ва барои ҷонибҳо судманд дар соҳаи об метавонад таконбахши рушди муштараки кишварҳое гардад, ки онҳоро ҳавзаҳои умумии об ба ҳам мепайвандад. минтақаи осиёи марказӣ мисоли возеҳи ҳамкории созанда дар соҳаи об мебошад, ки дар он нобаробарии ташаккулёбии захираҳои об ҷой дорад. чунин вазъ дар баробари талаботи фарқкунандаи кишварҳои минтақа ба истифодаи захираҳои об аз лиҳози соҳавӣ ва мавсимӣ чанде пеш чун омили баҳсу мунозираҳо ва ихтилофоти эҳтимолӣ арзёбӣ мегардад. вале тавре ки замон ва амалият нишон медиҳад, мо тавонистем дар ҳалли мушкилоти мавҷуда ба пешрафти назаррас ноил шавем. айни ҳол дар минтақа имконоту инфрасохтори нав барои ҳамкории самарабахш ва таъмини рушди кишварҳои шомили он эҷод гардидаанд. ҷиҳати ноил шудан ба ин натиҷаҳо нақши чунин сохторҳои минтақавӣ ба монанди бунёди байналмилалии наҷоти арал ва ниҳодҳои он бешубҳа назаррас. ҳамзамон бо ин имрӯз мо дар рӯ ба рӯи мушкилоту таҳдидҳои нави замони муосир қарор дорем, ки аз ҳар вақта бештар муттаҳид сохтани талошҳои муштарак ва иқдомоти ҳамоҳангшударо тақозо менамояд. мисоли равшани ин таҳдидҳо мавсими камобии соли равон мебошад. бо сабаби боришоти ками мавсимӣ кишварҳои минтақа аллакай дучори камобӣ шуданд. ҳаҷми оби дарёҳо аз меъёрҳои миёнаи солона паст буда, дар мавсими обёри ҳамагӣ дар ҳаҷми 60-70% пешгӯӣ мешуд. чунин ҳолат ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии зичи талошҳои моро барои ҳалли ин қабил мушкилот тақозо менамояд. боиси хушнудист, ки солҳои охир тағйироту таҳаввулоти минтақавӣ дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, башарӣ ва дигар арсаҳо суръати мусбати пешравиро пайдо карданд. чунин воқеият бешубҳа барои такмили минбаъдаи ҳамкории байнидавлатӣ ва ҳалли якҷояи мушкилоти мавҷудаи минтақавӣ заминаҳои заруриро фароҳам месохад. ҳозирини гиромӣ, мушоҳидаҳои бисёрсола гувоҳӣ медиҳанд, ки таъсири тағйирёбии иқлим ба табиат ва вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ дар Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ тақвият меёбад. тибқи ин мушоҳидаҳо таи 60 соли ахир ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёнаи солона ба андозаи 1 градус аз рӯи Селсия боло рафта, миқёсу миқдори ҳодисаҳои табиӣ вобаста ба обу ҳаво рӯ ба афзоиш ниҳодааст. зери таъсири ин омилҳо дар Тоҷикистон офатҳои табиӣ дар шакли обхезӣ, аз маҷрои дарёҳо баромадани об, сел, фаромадани тарма ва ярч ҳама сола ба аҳолӣ ва иқтисоди кишвар хисороти ҷиддӣ мерасонанд. гузашта аз ин таи чанд даҳсолаи охир мо тақрибан
1000 пиряхи хурду миёнаро талаф додем. با مقصد مانیتورینگ این روندها و اندیشیدن و تطبیق نمودن تدبیرهای مطابق شوی با عاملهای تغییریابی اقلیم امسال ما در نزد اکادمی علمهای تاجیکستان مرکز آموزش پریخا را تأسیس دادیم و در تحکیم امکانیت‌های تحقیقاتی آن به دستگیری شریکان روش امید داریم. اطمینان دارم که در آینده نزدیک این مرکز در روند بنقشه‌گیری و اداره ذخیره‌های آب نه تنها در سطح ملی بلکه در زمینه منطقوی نیز سهمی ارزنده خواهد گرفت. حالا در تاجیکستان تقریباً 98% نیروی برق در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده می‌شود. حکومت مملکت باید به متوازن ساختن استحصال و استعمال نیروی برق از طریق نوسازی نیروگاه‌های برقی آبی عمل کننده بنیاد اقدارهای نوی تولید نیروی برق و جاری نمودن اصولهای معاصر صرفه آن تدبیرهای همه‌طرفه می‌اندیشد. در نوبت خود آب انبارهای نیروگاه‌ها با تامین نمودن تنظیم با اعتمادی بسیار ساله و موسمی جریان آب، پیشگیری آبخیزی‌ها و کم کردن عاقبت‌های خشکسالی مساعدت می‌کنند. استفاده اقدارهای بزرگ گیدروانرژتیکی تاجیکستان برای تامین نمودن کشورهای منطقه با نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه یکی از اساسهای رشد اقتصادی سبز می‌تواند با کم کردن پرتوهای گازهای گلخانی به اتمسفر مساعدت جدی نماید. در رابطه با این می‌خواستم اهمیت تطبیق لایحه منطقوی کسازار و برقرار نمودن فعالیت همزمان شبکه انرژتیکی تاجیکستان را با نظام متحده انرژتیکی آسیای مرکزی که امکانیت انتقال انرژی سبز ما را به همسایگان دور و نزدیک فراهم می‌آورد ذکر نمایم. در کشور ما تامین نمودن اهالی با آب نوشاکی با صفت و بهداشت چون افضلیت دیگری مهم باقی می‌ماند. معلقه با تهیه برنامه نو آید به تامین نمودن اهالی با آب نوشاکی تازه برای دوره تا سال 2030 شروع نمودیم. این برنامه یکی از هدفهای کلیدی رشد استوار دسترسی عمومی اهالی با آب نوشاکی بی خطر و بهداشت را فرا می‌گیرد. سیاست دولت تاجیکستان در ساحه استفاده آب در عین زمان به حل مسائل مبرم اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز نگرانیده شده است. در این ضمن ما آماده ایم که ذخیره‌های بزرگ آبی نوشاکیمان را با منفعت‌های عموم موردی بهره برداری قرار دهیم. استفاده عاقلانه تنها ذخیره‌های نادر کولی بلندکوی سریز که 17 کیلومتر کوبی را در بر می‌گیرد امکان تأمین درازمدت و استوار اهالی منطقه ما را با آب با صفت نوشاکی می‌دهد. در فرجام سخن خود اظهار امید می‌نمایم که اشتراکداران کنفرانس وایساده از امکانات امروزه در تهیه توصیه‌های مشخص و عملی جهت تطبیق با ثمر هدف‌های 10 ساله نو سهمی ارزنده‌شان را خواهند گذاشت. و همه حاضرین کار سازنده و پرمسئول و به میهمانان گرامی ما بودباش با حلاوت را در سرزمین خورشیدی و میهمان نواز تاجیکستان آرزو می‌نمایم. سلامت باشید. شما دید باره. سلامت. Выражаю слова искренней благодарности президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за основательное и содержательное выступление, которое, несомненно, станет вдохновляющим фактором и напутствием в работе конференции и успешного достижения ее целей и задач. Уважаемые участники конференции, как вы знаете, нынешняя конференция организована правительством Республики Таджикистан совместно с Организацией Объединенных Наций. И сейчас я с огромным удовольствием предоставляю слово господину Лю Чжэнмин, заместителю генерального секретаря ООН. Thank you, Mr. Prime Minister, for moderating the meeting. Your Excellency, President of the Republic of Tajikistan, Ваше превосходительство, all the leaders уважаемый and господин ministers, президент Your Республики Excellencies, Таджикистан, ladies and Ваше gentlemen, превосходительство, let дамы me и start by господа, extending the warm позвольте greetings and начать best wishes с from the Secretary of the United приветствия Nations to the convening от of this conference. генерального секретаря ООН On behalf для of участников the этой United Nations конференции, Secretary, от it is my honor and pleasure to
to join you today. От имени нашего секретариата я хотел бы сказать, что для нас большая честь участвовать в этой высокого уровня международной конференции по международному десятилетию действий. Благодарим вас, господин президент, за организацию и проведение такой важной конференции высокого уровня. Те услуги, которые мы предоставляем, и экономический рост, вопросы здоровья, которые обеспечиваются решениями водных проблем. Мы говорим о решении проблем с ограниченным доступом к воде и санитарии. И мы также ведем речь о вопросах серьезности проблем, вызываемых изменениями климата. Необходимо предпринимать другие и большие меры. Это политическая воля изменить ситуацию и принять меры. Настало время для того, чтобы продумать о проблеме воды. Мы на штаб-квартире ООН, секретарь ООН представил план действий по ускорению реализации сотрудничества с правительствами и другими соответствующими партнерами. Эта международная конференция высокого уровня представляет пятую возможность для всех партнеров по участию в реализации плана действий. В этой связи я желаю привлечь ваше внимание к высокой конференции по воде. Хочу сказать, что я надеюсь, что президент Рахмон сыграет активную роль в этих действиях. Предлагаем новые действия по решению водных проблем. Как мы понимаем и как мы будем решать вопросы воды, этот подход катализирует трудности, связанные с партнерством для достижения целей программы устойчивого развития. Международная декада воды предоставляет возможность для этих новых подходов и в дальнейшем по усилению сотрудничества между странами и партнерами. Декада воды представляет собой платформу для политического диалога и для изменения перспектив и усиления глобального партнерства. Уважаемые господа, я считаю, что эта конференция предоставляет также своевременную и эффективную возможность для внесения вклада в вопросы воды для достижения. Он готов поддержать страны в реализации вопросов воды и санитарии, указанной в повестке дня 2030, в том числе продвижение политического диалога, обмена опытом, повышение осведомленности и усиление партнерства. Вода нас связывает и объединяет. Давайте будем работать сообща для достижения устойчивости будущего. Я желаю этой конференции всяческих успехов. Еще раз хотел бы поблагодарить Организацию Объединенных Наций и лично генерального секретаря ООН господина Антонио Гутерриша за неустанные усилия в решении водных вопросов, включая содействие в достижении целей и задач устойчивого развития по воде, а также за поддержку подготовки и проведения сегодняшнего мероприятия высокого уровня нового десятилетия. Уважаемые участники конференции, вода в Центральной Азии является весьма важным фактором для достижения устойчивого развития, и страны региона активно сотрудничают в решении водных вопросов в рамках Международного фонда спасения Арала. Дружественный Туркменистан, который председательствует в Международном фонде спасения Арала, ведет активную работу, отвечающую духу регионального сотрудничества во имя достижения общих целей и задач по воде. В этой связи с большим удовольствием хотел бы предоставить слово уважаемому президенту Туркменистана, его превосходительству Гурбангулы Бердымухамедову. Спасибо. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, позвольте выразить признательность президента Республики Таджикистан и Организации Объединенных Наций за приглашение принять участие в конференции, за гостеприимство и прекрасные условия, созданные для ее проведения. Уважаемые участники, у всех народов Земли, конечно, вода считается очень священным источником существования и изобилия, ибо благодаря ее, конечно, оживает и природа,
ее бескрайние степи, конечно, превращаются как цветущий, благодатный край. Именно и поэтому наши предки, очень хорошо, наверное, знавшие цену воде, приравнивали каждую ее каплю, то есть крупицу к золоту. Туркменский народ создал очень множество мудрых пословиц и поговорок, и взглядно отраженных его бережное отношение именно к живительной влаге. Я мог бы привести такие примеры, как вода – отец, земля – мать, земля с водой, цветник, без воды, пустыня, краса земли, вода, а краса воды – это лебеди. Поэтому вопросы сохранения рационального использования именно водных ресурсов являются одним, наверное, из главных не только для нашего народа, но и одним из актуальных вызовов современности. Не будет преувеличением сказать, что их решение во многом зависит сегодня от хода общемировых процессов, как перспектива обеспечения прочного мира, стабильности, развития благополучия именно на всей планете. Водная проблематика, включающая в себя как политические, экономические и социальные аспекты, нуждается в международном консенсусе и консолидации усилий государств на общей миротворческой платформе. И при этом локальные интересы и выгоды должны уступить именно место пониманию действительно глобальных целей и ее приоритетов, то есть выработки единой стратегии действий по воде на долгосрочную перспективу. По нашему убеждению, справиться именно с такими задачами можно только работая в тесной организации с международными структурами, а именно с Организацией Объединенных Наций на основе целей устойчивого ее развития и тех, наверное, программных документов, которые были приняты на конференции, если вы помните, Организации Объединенных Наций, как Рио плюс 20, на 7-м Всемирном водном форуме, это в городе Тегу, ну и других глобальных, как вы знаете, международных встречах. Главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться, конечно, безусловная приверженность, именно приверженность принципу как равного и справедливого доступа к водным ресурсам и признанию в качестве фундаментального права человека. В нашем понимании именно обеспечение права на доступ к воде и ответственность за это должны стать обязанностями для всех государств мира. И в этом контексте особую значимость приобретает именно достижение разума, то есть баланса между экономической деятельностью и сохранением водных ресурсов, их эффективным управлением. И следует подчеркнуть, что глобальное потепление и возникновение различных природных и техногенных катаклизмов – все это неизбежные явления, с которыми сталкивается и, наверное, будет сталкиваться мир. Но реакция на них не должна быть спонтанной, продиктованной лишь сиюминутными и узконациональными потребностями. Сегодня нужны системные механизмы международного сотрудничества, направленные на минимизацию рисков, и требуется четко прописанные правила своего рода, кодекс поведения, который бы основывался на учете интересов именно всех государств и был бы обусловлен прежде всего нуждами
людей, их привычным складывающими веками укладами жизни. Вода – это общее достояние всего человечества и принадлежащее всем народам планеты. В этой связи со всей очевидностью возникает необходимость выработки эффективных форматов международных взаимодействий по водной проблематике. Для Центральной Азии в силу целого ряда исторических, как и природно-географических особенностей, такие форматы, конечно, приобретают очень особую актуальность. От доступа к водным ресурсам, эффективного управления ими напрямую зависит от развития государств нашего региона, то есть их экономики, социальной сферы, уровень благосостояния и, конечно, качества жизни людей. И поэтому равноправие, уважительность, ответственность именно должны служить основополагающими, определяющими критериями в отношениях между странами Центральной Азии и в вопросах водопользования. Уважаемые участники, исходя из того, что налаживание международного взаимодействия по водной проблематике, конечно, должно и проще, наверное, опираться на соответствующие критерии работы на и национальном уровне. Это взаимодополняемые, то есть неотделимые друг от друга процессы, и убежден, что здесь каждое государство должно в полной мере осознать свою роль и ответственность. Дорогие друзья, уважаемые участники, Туркменистан всецело поддерживает цели и задачи, вынесенные на повестку нынешней конференции, и ожидаем, что принятые по ее результатам работы решения станут, конечно, одной из платформ для последующего, тем более целенаправленного и предметного международного сотрудничества, определения его долгосрочных ориентиров с учетом как современных реалий, выработки инновационных моделей и управленческих стратегий по координации национальных программ по водопользованию с региональными и глобальными планами развития в этой сфере. Готовы к активному тесному взаимодействию с партнерами на правительственном, законодательном и экспортном уровнях, то есть взаимополезному обмену, самому широкому и заинтересованному сотрудничеству с международными организациями. Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы и всех наилучших благ. Уважаемые участники конференции, а сейчас я с большим удовольствием предоставляю слово уважаемому президенту Исламской Республики Пакистан, его превосходительству господину Мамнун Хусайну. इज़्ज़त माब जनाब इमाम अली रहमान सदर ताजिकिस्तान जब हमारी तहजीब Уважаемый Эмомали और Рахмон, अकीदे के एक уважаемый मुक़द्दस तरीन президент दिन Республики Таджикистан, यानी уважаемые पीर को делегаты, लोग ваше शहर के превосходительство, पुरगुजवार дамы и господа. इकट्ठे होकर Мое прибытие в Душанбе напоминает замечательную мечту, которая इसी मुबारक अमल связана с историей. Время и место, где люди заложили замечательный город, в котором каждый понедельник люди собирались на ярмарку для того, чтобы пообщаться. И эти встречи заложили основы для этого замечательного города, который сформировал свое историческое наследие, которое обогатило историю и представляет собой хранитель былого времени и лучших традиций. Замечательный, красивый город Душанбе, который был создан на пересечении двух рек, напоминает нам
о тех вопросах, которые связаны с водой. И это послужило нам поводом собраться сегодня, господин президент, от вопросов продовольственной и энергетической безопасности до вопросов, которые касаются обеспечения благосостояния и здоровья. Вопросы, которые связаны с водой, являются очень важными для достижения устойчивого развития национального, регионального и глобального. Важная роль Таджикистана подчеркивалась неоднократно на трибунах Организации Объединенных Наций. И настоящая конференция предоставляет нам возможность отчетов по реализации предыдущих мероприятий, которые были задуманы и заявлены ранее. Уважаемые дамы и господа, Всемирный экономический форум, на котором были обозначены вопросы, связанные с водным кризисом, который обозначил также задачи в отчетах по глобальным рискам 2016-2018 года. В настоящее время более 21% людей по всему миру не имеют доступа к чистой питьевой воде, и примерно 1/3 жителей планеты не имеют доступа к адекватным санитарным условиям. И сложности, которые связаны с водой, распространены по всему миру, и они не признают никаких географических границ. Усилия необходимо приложить для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Сюда входит выделение соответствующих финансовых ресурсов, международное сотрудничество, и поэтому я призываю представителей, руководителей всех народов, этнических, географических представителей к сотрудничеству для того, чтобы работать на общее благо всех людей нашей планеты. Уважаемый господин президент, Пакистан сейчас разработал программу развития до 2025 года, и существуют у нас специальные трафаретные программы, в которые включены вопросы, связанные с устойчивым управлением водными ресурсами, а также эти вопросы важные для нас, потому что мы стараемся обеспечить свою энергетическую безопасность, экономический рост, обеспечить эффективную продуктивность в секторе сельского хозяйства, а также справиться с климатическими изменениями. Уважаемые дамы и господа, необходима будет институциональная переориентация и интеграция в вопросах управления водными ресурсами на всех уровнях, для того, чтобы обеспечить баланс между потреблением воды и снабжением водой. И в конце мне хотелось бы пригласить наших международных друзей, чтобы вы приняли участие в наших коллективных усилиях, и чтобы наш подход к решению этих вопросов был инклюзивным, потому что наши коллективные усилия принесут очень много плодов в будущем. Дамы и господа, а теперь позвольте предоставить слово главе исполнительной власти Исламской Республики Афганистан, уважаемому доктору Абдулла Абдулла. Your Excellency, President Imam Ali Rahman, at the outset, I would like to express our deepest Я appreciation хочу and gratitude выразить my благодарность dear и friend, признание His Excellency своему Imam Ali другу, Rahman, его President of высочеству the Имам Али Republic of Рахмон, Tajikistan, президенту Республики for the Таджикистан, warm за hospitality теплое extended to me гостеприимство, in the Afghan оказанное, delegation это теплый прием, оказанный мне и our афганской stay делегации in the beautiful city of во время Dushanbe, нашего пребывания в прекрасном and for городе spearheading Душанбе, efforts и за on the продвижение critical issue of усилий по water for важным sustainable вопросам development. воды в целях I would устойчивого also like развития. to commend Я the также organizers хочу of this поблагодарить important conference, организаторов этой in particular важной our конференции, chair, ваше превосходительство, дамы и as we господа. embarked
поскольку мы приступили к новому циклу реализации глобальной повестки программы развития, отсутствие доступа к питьевой воде, отсутствие адекватной санитарии, плюс нехватка воды и загрязнение воды представляют серьезные трудности для международного сообщества, в частности, для развивающихся и менее развитых стран. Далее, и более того, изменение климата, рост населения, урбанизация, слабый потенциал по обеспечению интегрированного управления водными ресурсами усугубляет эту ситуацию. Факты указывают на то, что нехватка воды, отсутствие адекватной санитарии, загрязнение воды и другие проблемы, связанные с водой, с которыми мы сталкиваемся, могут усугубиться, если мы не повысим способность управления водными ресурсами, не усилим инфраструктуру, проведение исследований и не обеспечим международное сотрудничество. Вода является межсекторальным вопросом, и наша неспособность достичь целей и ориентиры, связанные с водой и санитарией, могут затруднить и затруднить нашу способность достижения других ориентиров устойчивого развития и ЦУР. Международное десятилетие воды является огромной возможностью для нас усилить укрепить, активировать наши усилия по повышению осведомленности, обмену опытом и усилению сотрудничества. В рамках этого международного десятилетия мы должны обеспечить реализацию наших инициатив. Такие усилия могут далее поддержать диалог по вопросам воды, сотрудничество, а также повысить реализацию на всех уровнях для того, чтобы мы смогли успешно достичь целей и ориентиры. В отношении устойчивое и интенсивное участие международного сообщества очень важно. Эти усилия необходимо поддержать повышением инвестиций для реализации поставленных целей, для того, чтобы обеспечить доступ к чистой воде, к санитарии, а также для усиления национальных и региональных систем управления водными ресурсами. Также крайне важно анализировать связь между урбанизацией, быстрой урбанизацией и управлением водными ресурсами во многих странах, в развивающихся странах. Обеспечение предоставления водных услуг слишком сильно затруднено из-за повышенного спроса к воде. И Афганистан не является исключением. Этот феномен ведет к многим трудностям, связанным с нехваткой воды. Новая форма глобального сотрудничества и партнерства необходима для того, чтобы поддержать устойчивое управление водными ресурсами. На национальном уровне мы работаем для того, чтобы преобразовать меры политики, стратегии, правовую базу, а также усилить институциональные программы и практику управления в сфере водных ресурсов. Ну и в заключение я хочу заверить вас в том, что Афганистан привержен к исполнению своей роли в глобальных усилиях по обеспечению эффективного управления водными ресурсами, наращиванию устойчивого сообщества и сокращению последствий, рисков, бедствий, повышению и укреплению партнерства на глобальном уровне сотрудничества в сфере воды. Уважаемые дамы и господа, как вы знаете, 22 марта 2018 года во Всемирный день водных ресурсов по инициативе председателя Генеральной Ассамблеи ООН господина Мирослава Лайчака совместно с лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, был запущен процесс реализации международного десятилетия. Сейчас предлагаем вашему вниманию
в виде обращения господина председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm pleased to address you today, and I wish to congratulate President Rahmon for hosting this important conference. It demonstrates Tajikistan's continued leadership on water for sustainable development. We launched the Decade for Action here in New York in March. This international conference is a timely opportunity to keep up momentum. As you gather, I want to send you 3 clear messages. The first is that lack of water is a clear challenge to sustainable development. We aspire to eradicate poverty, promote prosperity, and safeguard the planet. But we can do none if we do not address our water challenges. Yes, water is life, but its poor management. Some of us take access to clean water and sanitation for granted. But for billions of people, it is a huge challenge. Но для многих стран More это than 2 серьезная billion трудность. people Более are 2 forced миллиардов to drink людей contaminated вынуждены пить What happens as a воду result? из загрязненных источников. Every И в minute of результате every каждую day, минуту, a child ежедневно dies from a погибает, water-related умирает illness. ребенок из-за болезней, вызванных водой. 2.3 2,5 do not have миллиарда access людей to не basic имеют sanitation. доступа к элементарной result, санитарии. В women результате and children женщины are и made more дети vulnerable to violence. становятся более уязвимы People are denied к the болезням. basic right to Люди clean water. не имеют возможности They are denied доступа their к human dignity. элементарным правам We also see more человека. Мы devastating также water-related видим disasters. очень много By 2050, серьезных проблем, вызванных desertification will водой. affect almost К 1 billion 30 people году all over the world. опустынивание As water resources будет become серьезной scarcer, проблемой. По мере the risk того, of как conflict водные and ресурсы insecurity сокращаются, rise. риск конфликтов и безопасности So, и опасности need for urgent повышается. action is Поэтому clear. необходимо нам принимать We did срочные achieve the меры. energy target. Мы достигли And there were many ЦРТ achievements during своевременно, the и много было 2005-2015 сделано international достижений за But as my этот second период. point, I Но want to второй emphasize посыл, that я we хочу must now подчеркнуть, build что on our сейчас progress. мы должны We опираться have set a на свой new and прогресс. comprehensive Мы должны goal in устанавливать SDG 6, новые цели and we по declared a new ЦУР-6. international Мы decade должны for action. заявить новую декаду Thus, we have set the действий framework for и increasing action for further разработать progress. программу для It was encouraging to see повышения strong усилий. commitments Мы at the launch это of the decade, поддерживает which I convened in March наши this year. усилия и So в we have all the дальнейшем. plans У and нас есть commitments. все планы, есть Now it is приверженность. time Сейчас to turn them настало into action. время для того, чтобы преобразовать I их also в look действия. forward to the Я presentations также on хочу SDG 6 подчеркнуть презентацию during the review at the high-level political forum ЦУР-6. next month. Lastly, some good Ну и, news наконец, and хорошая some not so good новость news. и не очень хорошая First, the новость. good. Но хорошую We have первую, just в begun первую the очередь. decade, Мы только so начали time is эту ahead of декаду. us. Время сейчас But работает let us на be нас. clear. Но давайте We have a четко lot to расставим do. акценты. Нам And очень it will многое not be нужно simple. сделать. We need to raise a Нам further нужно $500 billion привлечь from 5 now миллиардов to долларов США 2030 вот на to have нас, a more время water за secure этот срок до world. 30 года для того, We чтобы must develop направить more их на effective, безопасность воды. efficient Мы должны and обеспечить transparent более governance эффективное, более транспарентное Innovations and управление, partnerships внедрить need to be инновации, developed and партнерство promoted. необходимо развивать и поддерживать. invest in Мы должны disaster risk инвестировать reduction, в сокращение infrastructure рисков and стихийных capacity бедствий, building. инфраструктуру, повышение And we потенциала should place и more focus on должны water обращать diplomacy больше for внимания conflict на водную prevention. дипломатию для предотвращения These конфликтов. are only a few Это things on является our лишь to-do list. несколько моментов, которые But they are нам crucial. предстоит сделать, но они крайне I know важные. that Я as you знаю, gather что over the next 2 days, вот в you эти will дни, work towards работая solutions. сообща, работая вместе, мы You are the сможем leading прийти к actors, решениям. from governments, Вы the являетесь private sector, лидерами and в civil правительстве, society. в частном секторе, в гражданском I look обществе. forward to hearing И я about your ideas, буду ждать projects, ваших идей, and activities. проектов и And I wish you a действий. productive Желаю conference. вам I продуктивной thank you. конференции. Спасибо. Спасибо. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность уважаемому Мирославу Лайчаку за эффективную и качественную организацию мероприятия по запуску международного десятилетия. Уважаемые участники конференции, мне доставляет большое удовольствие предоставить слово господину Сирил Мюллер, вице-президенту Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии. Dear President Rahmon, Уважаемый господин президент Рахмон, distinguished ваше guests, превосходительство, ladies and gentlemen. уважаемые гости, дамы и Tajikistan господа. is a very auspicious location
Таджикистан расположен в таком особом месте, которое подходит как раз-таки для проведения международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018 по 2028 годы. И вода, которая в изобилии имеется здесь, также является источником и рисков, таких как наводнения, засухи. Сегодня мы здесь находимся для того, чтобы определить дальнейшие действия на предстоящий десятилетний период международного десятилетия для действий по воде. И мы все являемся представителями, гражданами общин, сообществ, регионов на глобальном уровне. Мы говорим о том, что необходимо на глобальном уровне осуществить призыв, чтобы мы совместно были привержены и также правильно оценивали серьезность вопросов, связанных с водой. Вода вызывает много серьезных вопросов и озабоченностей среди всех. Без воды нет жизни. Мы все живущие на этой планете согласны с этим. От воды зависит экономический рост, она необходима для поддержания экосистем здоровых, она влияет на наше здоровье, в частности на здоровье детей, и она важна для производства продуктов питания, для производства энергии. В то же время вода является ключевым фактором в части изменения климата. Вода обуславливает позитивные и негативные воздействия фактора потепления. Текущий водный кризис в Кейптауне в Южной Африке является образно указанием на тающий айсберг. И каждый человек в Центральной Азии осведомлен о плачевном состоянии Аральского моря и воздействии состояния Аральского моря на соседние регионы и страны. Всеобъемлющий отчет Всемирного банка, подготовленный нашей водной глобальной практикой и представленный на последней Душанбенской конференции, показывает, что нехватка воды, усугубляемая изменением климата, может обойтись для некоторых регионов до 6% их ВВП. Также может вызвать увеличение миграции и вызывать конфликты. Однако важно отметить, что проблемы, связанные с вопросами воды, не могут индивидуально решаться странами. Воздействие, связанное с изменением климата, воздействие на водные ресурсы, например, которое измеряется в виде сезонных изменений уровня воды в Нуреке, гидрологический цикл, на поверхностные и подземные воды и потоки. Все эти наблюдения приводят к воздействию, которое формирует изменение климата. И здесь речь не идет о соблюдении каких-то национальных границ. Реагирование на изменение климата и эффективное управление водными ресурсами требует сотрудничества, совместных усилий всех стран на национальном, региональном и глобальных уровнях с тем, чтобы мы решали эти проблемы, с которыми мы можем столкнуться. Но я за новое. Уже в 2016 году это было продемонстрировано президентом Рахмоном, который на высшем межгосударственном уровне организовал и провел с участием 11 руководителей 11 государств и генерального секретаря ООН и президента группы Всемирного банка заседания и обсуждения вопросов группы высокого уровня по воде для определения устойчивого направления для выполнения мер в дальнейшем. В течение последних 2 лет группа высокого уровня участвовала и выполняла тщательное обследование и также детальный анализ для определения мер реагирования на те проблемы, которые связаны с обеспечением доступа и устойчивого доступа к воде.
речь идет о том, что вода связана также, вопрос воды связан также с достижением многих из 17 целей устойчивого развития. Это то, что касается по искоренению бедности, цели устойчивого развития, нулевой голод, хорошее здоровье и благосостояние, гендерное равенство, доступная и чистая энергия и так далее. Мы во Всемирном банке тесно сотрудничаем со странами-членами Всемирного банка и странами-клиентами для того, чтобы выполнить программу действий до 2030 года, ориентируясь на 3 критические направления, а именно финансы, данные и реализация. Достижение целей устойчивого развития означает, что мы никого не оставим без внимания. Всем будет обеспечен равный доступ. Всемирный банк отразил это утверждение и в недавнем отчете по устранению неравенства в части водоснабжения, санитарии и гигиены в эру выполнения целей устойчивого развития предлагает внести существенные изменения в том, как страны управляют ресурсами и предоставляют ключевые услуги. И Всемирный банк готов оказывать поддержку Таджикистану и в целом другим странам Центральной Азии и другим странам, являющимся членами Всемирного банка в выполнении повестки дня до 2030 года. И, как покойный президент Нельсон Мандела сказал, да будет работа, хлеб, вода и соль для всех. Позвольте выразить признательность Всемирному банку за оказываемую поддержку в финансировании водных проектов, а также продвижение водных вопросов на глобальном уровне, в том числе в рамках панели высокого уровня по воде. Дамы и господа, с большим удовольствием предоставляю слово постоянному представителю Чешской Республики при ООН, председателю экономического и социального совета ООН, госпоже Марии Чатардовой. Your Excellency, President of the Republic of Ваше Tajikistan, превосходительство, honorable президент heads of Республики states, Таджикистан, ministers, ladies and gentlemen, руководители стран, in my capacity as the дамы и President of the господа, United Nations Economic and являясь Social Council, постоянным I would like to представителем thank His Excellency President Экономического и Rahman социального for his совета leadership ООН, and мне бы the active хотелось бы involvement поблагодарить of Ваше his превосходительство, country in господина the президента water Республики issue. Таджикистан, At the ваших outset, I намерениях wish и to действиях, которые emphasize направлены на water устойчивое and управление sanitation are водными at the core of ресурсами. sustainable Вы знаете, development. что We all need a new устойчивый approach доступ к with водным action ресурсам to и transform управление our water вопросами challenges санитарии into water являются очень важными в Today, обеспечении more достойного than 4.5 существования. billion people do not 4,5 have safely managed sanitation миллиарда services. людей не имеют 40% устойчивого of the world's доступа people are к affected by water воде. scarcity. И очень многие 80% люди of wastewater страдают is от discharged этого. untreated into the environment. Порядка And more 80% than 90% воды of disasters употребляется are в недостаточно water-related. обработанном виде. More troubling, И if нас the очень world сильно continues беспокоит its то, current что path, если мир projections пойдет suggest дальше that по we may тому же face самому a пути, то нас 40% shortfall in water ожидают availability еще by более 2030. масштабные проблемы. К 2030 Water is the году common порядка currency 40% which links населения nearly планеты не every будет иметь SDG. доступа к воде. And it will be critical И все это determinant of очень success. четко расписано Water в availability целях is directly устойчивого related to peace развития. and security, while strains on water are Вопросы rising, эти such as связаны также climate с change обеспечением and мира и increased безопасности, frequency and потому что severity of такие disasters, явления, как pollution изменение and климата, growing загрязнение, demand for water. представляют очень большую SDG опасность для 6 развития for человечества. water and sanitation, И among цель other номер issues, 6 will be устойчивого discussed in развития at the очень 2018 хорошо session обозначает at все the эти high-level вопросы. political forum on Все это sustainable development in отмечалось July на 2018 in New York. форуме в Нью-Йорке Different в stakeholders may need to consider aligning their недавнем форуме. advocacy, communication Все and это networking требует efforts with the water совместных SDGs. усилий, очень Such четких efforts усилий include not only the взаимодействия, потому communication что эти materials and reports such as the synthesis report for усилия SDG заключаются не только в 16, составлении 2018, каких-то but also отчетов о different проделанной high-level деятельности, но и новых As the инициатив и president новых of диалогов. ECOSOC, I have to В качестве emphasize that we президента need to Экономического и support the социального preparation совета and ООН promotion
Я хочу сказать, что эти усилия требуют пересмотра тех вопросов, которые на 7-й сессии Ассамблеи рассматривались. Как представитель Чешской Республики я еще раз хочу сказать, что Чешская Республика сейчас проходит беспрецедентный период засухи, который требует политических решений, которые требуют конкретных мер, которые повлияют не только на то, чтобы бороться с засухой, но и помогут преодолеть застой в сельском хозяйстве. Я также хочу обратиться ко всем партнерам, рассмотреть деятельность экономического и социального форума Совета ООН, и мы ожидаем очень важных результатов от этой конференции, которые будут отражены в дебатах и в министерской декларации форума высокого уровня экономического и социального совета ООН. Я хочу вам и всем нам пожелать плодотворных дискуссий. Благодарю вас за внимание. Уважаемые участники конференции, теперь я хотел бы предоставить слово президенту Международного фонда сельскохозяйственного развития господину Жилбер Унгбо. Следует отметить, что господин Унгбо также является председателем механизма ООН «Водные ресурсы», который внес ценный вклад в подготовку плана действий десятилетия. Ваше превосходительство, Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, Ваше превосходительство, послы, руководители дипломатических миссий, министры, дамы и господа. От лица организации, которую я представляю, я хочу выразить благодарность Республике Таджикистан за организацию этой очень важной конференции. Сейчас самое подходящее время для проведения такой конференции, потому что на Генеральной Ассамблее недавно объявили международное десятилетие действий, которые направлены на устойчивое управление водными ресурсами для устойчивого развития. Я думаю, что нам необходимо искать инновационные, новые решения тех проблем, которые связаны с водой. И забегая вперед, глядя в будущее, нам необходимо пересмотреть еще раз задуматься о том, что из себя представляет цель устойчивого развития номер 6, которая недавно обсуждалась на заседании Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Потому что вопросы, связанные с водой, они многогранные, они связаны также с другими проблемами. Те страны, которые сталкиваются с этими проблемами, сталкиваются с такими проблемами, как засуха и наводнение. Вопросы, которые связаны с водой и санитарией, являются трансграничными вопросами и требуют к себе подхода комплексного. И сейчас мы знаем о том, что такие явления, как изменение климата, приводят к экспансии этих проблем. Управление водными ресурсами поэтому является очень важным для того, чтобы решать множественные проблемы и добиваться целей устойчивого развития. Являясь председателем организации, которую я здесь представляю, я хочу выразить свою очень большую обеспокоенность, потому что мы сейчас находимся еще очень далеко от достижения этих жизненно важных целей, которые мы обозначили в повестке дня. И я очень надеюсь на то, что у нас будет очень плодотворная дискуссия в течение последующих 2 дней, и мы будем рассматривать следующие ключевые вопросы. Во-первых, есть ли у нас средства для того, чтобы реализовать
реализовать цель устойчивого развития номер 6, чтобы каждый житель планеты Земля имел адекватный доступ к чистой питьевой воде и условиям санитарного обеспечения. Есть ли у нас, второй вопрос, есть ли у нас потенциал, есть ли у нас технологии, есть ли у нас ресурсы для того, чтобы обеспечить доступ, устойчивый доступ к чистой питьевой воде. И третий вопрос. Можем ли мы выполнить эту цель номер 6 в гармонии с другими целями? Или же нам необходимо принять какие-то поправки и от чего-то отказаться? Потому что цель номер 6, как сообщается в отчете за 2018 год, говорится там, что достижение этой цели номер 6 будет очень нелегкой задачей. И 844 миллиона людей на планете Земля не имеют доступа к чистой питьевой воде. И еще 4,5 миллиарда людей, более половины населения земного шара, не имеют доступа к санитарии в полном объеме. Конечно, эта ситуация нас очень сильно беспокоит, и есть свидетельство тому, что водные ресурсы все больше и больше подвергаются загрязнению, и правительства различных стран не в состоянии справиться полностью с этой проблемой. Вы знаете, что чистая питьевая вода используется не только для потребления людьми, но и в сельском хозяйстве, и в промышленности. И десятилетия действий, направленных на устойчивое управление водными ресурсами, направлено на то, чтобы мы укрепляли свой потенциал, находили новые финансовые средства и новые технологии. Нам необходимо использовать эти средства для того, чтобы находить новые финансовые механизмы и расширять технологии, особенно те технологии, которые направлены на обеспечение экологической безопасности. И инвестиции в устойчивый потенциал, в разработку политики, стратегий и обеспечение мониторинга за этой деятельностью, обеспечивает полную подотчетность. И также существует потребность инвестирования в знания и в обучение, потому что инфраструктура и технологии могут быть эффективными только тогда, когда люди на местах будут иметь навыки, которые смогут работать в новых системах, обеспечивая безопасность и устойчивое развитие для самих себя. И мы сейчас начинаем диалог, который направлен на улучшение в водном секторе. Я искренне надеюсь на то, что во время этой конференции мы будем обмениваться нашим опытом, и государства, руководители государств, представители Организации Объединенных Наций, финансовые институты, гражданское общество и другие заинтересованные стороны будут делать правильный выбор для достижения целей устойчивого развития, в частности, цели номер 6 и всех задач, которые с этим связаны. И те задачи, которые обозначены до 2030 года, в частности, связанные с гендерным равенством, с обеспечением устойчивого развития, экологической безопасности и так далее. Я думаю, что все мы сегодня желаем внести свой достойный вклад и добиться успеха. Уважаемые дамы и господа, сейчас с удовольствием предоставляю слово помощнику генерального секретаря ООН, координатору движения по усилению внимания к проблеме питания госпоже Герде Вербург.
Ваше превосходительство, президент Республики Таджикистан, дамы и господа, уважаемые делегаты, удивительно для меня стоять перед вами, но я очень горжусь этой возможностью, потому что вопросы, связанные с устойчивым управлением водными ресурсами, уже обозначены были предыдущими ораторами. Но мы говорим о том, что вода — это жизненный цикл, вода — это начало вопросов санитарии и гигиены для каждого человека, живущего на нашей планете. Очень важно, что вопросы, которые связаны с санитарией и гигиеной, очень важными являются для обеспечения продовольственной безопасности, для правильного питания. И именно эту тему мне хотелось бы обозначить особо для вас, потому что связь воды с другими темами является очень важной. Уже говорилось о том, что существует цель устойчивого развития номер 6, но она также связана с другими целями развития тысячелетия устойчивого развития. Вода, санитария, гигиена, вода для обеспечения школ и домохозяйств, для того, чтобы девочки могли в школах понять, каким образом правильно пользоваться водой. Это связано с личной гигиеной, с гендерными вопросами, которые касаются правильного воспитания девочек. Вода и продовольственная безопасность. Во многих странах эти цели очень тесно переплетаются. Вопросы, которые связаны с обеспечением водой и продовольственной безопасностью, потому что нужно не только накормить население страны, но если вы хотите, если вы видите, что очень многие люди зависят от доходов с производства сельскохозяйственной продукции, необходимо позаботиться об этих людях, необходимо обратить внимание на эти вопросы. Я здесь стою, представляя координацию движения по обеспечению питания. Эти вопросы касаются не только Таджикистана, но и Пакистана и Афганистана. Вы являетесь участниками этих инициатив, и ваше правительство решило не только инвестировать в развитие этой инфраструктуры, но также выделить ресурсы на развитие человеческого потенциала. Все граждане страны были здоровы для того, чтобы они были интеллектуальны и могли заботиться о своей планете, которая должна иметь устойчивые водные ресурсы. Я желаю вам очень плодотворного форума. Ваше превосходительство, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, Ваше превосходительство, господа президенты Туркменистана и Пакистана, глава исполнительной власти Афганистана, заместитель генерального секретаря ООН, главы делегаций, уважаемые участники конференции. На этом церемония открытия конференции завершается. У нас впереди обширная программа, панельные дискуссии, параллельные мероприятия, которые предоставят всем возможность принять участие в дискуссиях и обменяться мнениями. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы и приятного пребывания на таджикской земле.